Мы слишком много места оставляем пафосному патриотизму. У нового поколения новые запросы. Транспарант и лозунг как способ коммуникации не воспринимается крымскими татарами. Кто должен учить крымско-татарскому языку? Школа или семья? Не все наши неудачи можно списать на череду исторических событий. Есть место неумению выстраивать диалог и взаимному недоверию. Я очень часто говорю про субъектность, так вот она начинается именно с этого. Это когда не вас играют, а вы играете. Селям алейкум. Давно мы с вами не разговаривали, а поводов накопилось более чем достаточно. Пусть вас не смущает, что такой формат Меркеза я называю разговором с вами, потому что вы мне комменты, а я вам ответочку в виде выпуска. Это уже стало нашей с вами доброй традицией. Вообще мне нравится читать ваши комментарии, особенно те, что под вымышленными именами, анонимными и прочими лишенными всякой узнаваемости. Я не осуждаю, я с абсолютным пониманием отношусь к этому. Эти комменты прекрасны тем, что анонимность автора позволяет им говорить все, не подбирая слов, так сказать, не смущаясь поделиться наболевшим. Иногда это эмоционально, почти с криком букв и предложений. Иногда вы делитесь мнением, а иногда выгуливаете его. Часто благодарите, редко делитесь впечатлением. В общем, как говорится, каждый приходит со своим ниетом. Но в любом случае пишите. Куда-то же должна канализироваться энергия. Ну и нарабатываться опыт дискуссии в конце концов. Вообще я заметила еще одну тенденцию. Наши выпуски стали триггером для кого-то. Кто-то, хватаясь за мысль, пытается обдумать, что происходит с ним и с окружающими. Кто-то ищет мотивы, а кого-то сам факт нашего существования, формат и манера раздражают. Как по мне, это потрясающий результат нашей работы. Особенно, когда одним кажется, что мы умышленно транслируем счастливую жизнь в Крыму, как вот в этом комментарии. А у других наших зрителей некоторые выпуски создают негативное послевкусие, как вот в этом комменте. Есть еще комментарии, в которых вы спрашиваете, почему мы не говорим о достижениях, а только о проблемах. Я понимаю и принимаю ваши реакции. Я знаю, чем они обусловлены. Окружающий вас контекст во многом определяет отношение к происходящему. И такого рода комментарии – яркое тому подтверждение. Дорогие мои и любимые зрители, я все же оставлю за собой право самой определять содержание, потому что амплитуда ваших откликов и претензий настолько велика, что можно растянуться в шпагате. А такая физкультура не для меня. Я предпочитаю уверенно стоять на своих двоих. Это беда. Многие, вот я знаю, у меня вот как-то знакомые говорят, балам стеми крым-татар олмаға, айта мен рус олмаға істеймін. То есть откуда у ребенка такая вот сложилась, вот откуда у него такое сформировалось? Значит, чеврететке бақа, этрafқа, эпсі русча лафете, крым-татарджа, а сен башқасың, ты другой. И, наверное, вот поэтому, Аллаха шкур, я вот сколько лет работаю, я пытаюсь детям всегда вот внушить это, что ты все равно крымский татарин. Как бы ты себя ни преподносил, на каком бы языке ни говорил, ты все равно крымский татарин. Это фрагмент одного из выпусков Меркеза, который запустил в соцсетях активную и живую дискуссию о том, кто должен учить крымско-татарскому языку – школа или семья. По форме и эмоциональности эта дискуссия была похожа на бросание в друг друга ответственности. А по содержанию она была исполосована отчаянием и поиском родителями спасительной соломинки. Потому что, с одной стороны, на родителей давит общественное порицание, эмоционально подавляющее, а с другой – отсутствие своевременных предложений родителям. Никто матерей и отцов не рассматривает как целевую аудиторию и не готовит пакет образовательных услуг, учитывающих их возможности и потребности. В итоге родители, сами не всегда знающие язык, ожидают от учителей, если не чудо, то, по крайней мере, поддержки и какого-то маршрутного листа. А учителям хотелось бы большего участия родителей в этом процессе. Но как организовать это, никто не знает. Да и задачи такой не ставили, когда речь идет об 1-2 часах в неделю. Вот и получается у нас движение по полосам с 2 разделительными сплошными линиями. Очевидно, что часов нам никто не добавит, да и других институциональных механизмов поддержки изучения крымско-татарского языка больше не станет.
А это главный инструмент, который может изменить ситуацию кардинально. Хотя мы редко об этом говорим вслух, гораздо проще наезжать на своих. В этой дискуссии есть еще один момент, на который я обратила внимание. И он повторяется в каждом новом разговоре о языке в сетях. Мы слишком много места оставляем пафосному патриотизму. И в этом наша общая ошибка. Мы полагаемся на сознательность. Мне кажется, рационализация проблемы, то есть создание абсолютно конкретного предложения, это то, чего ждут от нас крымские татары. Детские развивающие центры, обучающие детей крымско-татарскому, где дети проводят практически целый день в этой атмосфере, это рационализация. А если ставить задачу научить родителей крымско-татарскому, то рационализацией этой задачи будет создание курсов для будущих мам, например. Женщин в положении, где их научат петь айнини, расскажут, что развивать мелкую моторику можно под стишок «Арманчих», подберут крымско-татарские сказки. В общем, все то, что закладывается в детстве и впоследствии становится ценностным фундаментом. Собирали мы этот выпуск для того, чтобы актуализировать вопрос про инструменты изучения крымско-татарского, а точнее, что надо что-то менять в подходах и методиках. И это точно повод для подумать нашим языковедам. И главный вопрос, на который они должны ответить, что считать точкой отсчета. От какого порога знания или незнания крымско-татарского мы будем исходить. А пока что ана-тили в исполнении родителей превращается в язык приказов и запретов. Япма, чапма, тохунма. Красиво и содержательно выразить свою мысль на крымско-татарском под силу лишь единицам. Поэтому нашему старшему поколению уже не стоит удивляться тому, что на их вопрос «балам адын не» дети будут отвечать «со школы иду». Байрақ яқшы, байрақны көтереміз. Ғайыны огге қоямыз. Оның үшін бізге ана бабалар келе. Ама ғайенен берабер, сен кефиетні, качествоны бермесең, о байрақ яваш-яваш түшежек. Оның үшін біз бұны 10 ел девамында япамыз. Байрақнен берабер, милли ғурурнен берабер, янында кефиетті олмақ керек. В этом случае трудно не согласиться с Энисео Джа, потому что это относится не только к теме языка, а в принципе к тому, как мы абсорбируем реальность и ее вызовы. Как ни странно, рилсы на крымско-татарском не провоцируют больших дискуссий, пару одобрительных комментариев просто потому, что они на крымско-татарском. Но зрители на него отреагировали репостами и лайками. Конечно, данный критерий так себе показатель трендов, но учитывая большое количество подписчиков нашего канала на разных ресурсах, это можно рассматривать как определенное настроение и тенденцию. И эта тенденция сигнализирует о том, что пафос в публичном пространстве уже не впечатляет. Транспарант и лозунг как способ коммуникации не воспринимается крымскими татарами. Они ждут содержательности, коррелирующейся с реальностью. То самое качество, о котором говорит Энисео Джа. Вообще нам всем нужно понимать, что в Крыму выросло и состоялось поколение, которое не удивишь яркими фразами. Часть из них избалована ярким и захватывающим контентом, а другая часть и вовсе не интересуется неоновыми вывесками социальных сетей. Она охотится за идеями и экспертностью. Такие себе интеллектуальные гурманы, для которых Википедия никогда не была авторитетным источником. К чему это все я? К тому, что у нового поколения новые запросы. И крымско-татарскость должна быть конкурентной, нравится вам это или нет. А это значит, что она будет менять свои формы. И надо сказать, что она уже меняет. Иначе поются песни. Футболка уже не просто одежда, а диалог эпох и символ времени. И поверьте, это только начало. Мы точно сейчас в состоянии не только накопления ресурса, но и качественного скачка. Тут важно не сковывать руки и ноги тем, кто экспериментирует, потому что у нас часто руководствуются тем, как должно быть, а не тем, как может быть. И это не единственное, что нам нужно осознать. Сейчас озвучу факт, который не все решаются произнести вслух и на широкую публику, боясь агрессии и хейта в свой адрес, хотя активно обсуждают за кулисами публичного дискурса. Крымско-татарский язык уже не является парадным входом в помпезный зал крымско-татарской идентичности. Все те, кто сегодня окрашивает социальное пространство в крымско-татарские цвета, говорят на разных языках и в разных уголках мира. Главными проводниками идентичности становятся образы, символы и эмоции. Это микс истории и культуры, упакованный в современный дизайн и оцифрованный в актуальный девайс. Все то, что сегодня называют модным словом «вайб», крымско-татарским настроением и ощущением.
В общем, у этого поколения есть большие амбиции, знания, понимание, как устроено наше общество, и ресурсы, и в данном случае не только материальные. Вообще, тема амбиций нового поколения – это отдельный разговор, и об этом мы поговорим чуть позже. Никогда не придут в дом свататься к тому, у кого один из этих родственников, там, Дае, МДЖ, Тизе, Алла, если кто-то из них в джамат, в обществе, проявил себя с какой-то не очень хорошей стороны. То есть адың чыққанчық, жаның чықсын. Репутация. Репутация. Он потерял уважение к себе, и по нему судят о всем роде. Мой любимый фрагмент из выпуска про наши традиции и их трансформацию. Этот рилс рекордсмен. Только в одной социальной сети он набрал 129 тысяч просмотров, 1000 репостов и сотни комментариев. Тема личной репутации очень задела наших зрителей. Причем одинаково отреагировали и мужчины, и женщины. В унисон звучали мнения крымских татар разных возрастов. Вот где проявился настоящий Берлик. Мне казалось, что я уже могу составить список тем, фраз и словосочетаний, на которые особенно остро реагирует наше общество. Но тут мы затронули тему чести. Получился эффект ящика Пандоры. Подписчики моментом отреагировали нежеланием отвечать за последствия и результат чьих-то поступков. Даже если это проступки близких. Как, например, вот в этом случае. Род, мод, репутация, сейчас бабки решают все. Это цитата, если что. Но в целом отражающая тональность всех откликов на тему чести и достоинства. С одной стороны, это протест, тот самый случай, когда говорят, что общество уже не хочет жить по старым правилам. И вот в этом отклике подтверждение моих гипотез. А с другой стороны, мы еще не выработали новый кодекс чести. А если быть точнее, мы не договорились, что брать за основу. Для кого-то это религия, исчерпывающий свод правил, который проверен веками, а кто-то ищет земной, доступный и не загруженный ритуалами моральный камертон. Вообще, мне кажется, что мы сейчас, как подростки, переживающие свой подростковый кризис, пытаемся собрать себя из ценностного набора, некогда оставленного нам предками, и современных, часто меняющихся пазлов. Но давайте вернемся к содержанию не только этого фрагмента, а в целом выпуска. Этот кусочек видео, безусловно, вырван из контекста. Люблю я провоцировать вас, уж простите мне эту мою слабость, просто вы всегда ведетесь. Так вот, речь ведь шла о традициях, что были в прошлом. И сегодня это уже работает не так. Но давайте не врать друг другу. Вы ведь все равно расспрашиваете о тех, кого выбирают ваши дети. Не все решают бабло, хотя часто определяют многое. В этой фразе, озвученной Зори Ханум, речь шла об ответственности друг друга, когда опыт и мудрость одних не допускают глупость и слабость в поступках других. Когда большая семья, род предостерегают от ошибок и разделяют с тобой груз твоего выбора, тогда и в обществе меньше пороков, проступков и, может быть, даже трагедий. И соседи смотрят друг другу в глаза, они выглядывают из-за высокого забора. В этой фразе очень много и про безразличие к друг другу, о постепенном стирании тех связей, которые сообщество превращают в народ. А именно это нас спасло в разные времена и помогало нам не исчезнуть, не раствориться в общей массе других культур, понимание, кто мы и про что мы. Вообще, мне этот выпуск очень дорог, и я благодарна Зоре Ханум за этот разговор, поскольку он был не столько про традиции, а про тот самый моральный камертон, который определял содержание и контуры крымско-татарской чести, и про достоинство, которое как самоощущение потеряно в нашем обществе. Мы всегда сетуем на зависимость от внешних обстоятельств, окружающих нас факторов, но смена этих исходных возможна через внутреннюю уверенность, достоинство. Я очень часто говорю про субъектность, так вот она начинается именно с этого. Это когда не вас играют, а вы играете. Кому-то крымско-татарские социальные нормы могут показаться душными и тесными. Активизм не перерос, и активисты не переросли в элиту. В нашем активизме, мне кажется, не хватало субъектности. Солидарность у нас была такой несколько эмоционально-бытовой. У нас очень много каких-то взаимных упреков и обвинений. Да, вот сегодня уехавшие, оставшиеся. Мы сейчас создаем новые контексты, новые правила. Не то чтобы у меня есть любимые и нелюбимые выпуски. Мне все одинаково дороги. Однако есть те, в которых мы с гостями пытаемся разобраться в социальных и культурных явлениях.
Представьте, если бы со времен начала 20 века сохранилось больше информации о тех событиях, чем то, что дожило до наших дней. Не только дневники Джафера Сейдамета, не только Харалгач Дувасы Намана Челебиджихана, работы Баданинского, научные труды Бекира Чобанзаде. Побольше художественной литературы, позволившей бы эмоционально понять наше общество. Тексты, которые дорисовывают крымско-татарский портрет с большим пониманием, чем заезжие этнографы, рассматривавшие нас как нечто непохожее на них. Мы ведь не знаем ничего о переживаниях и внутренних противоречиях, которые точно были. Ведь Крым накануне 20-х был разорван на части политическими распрями и взаимным недоверием. Я часто смотрю на две фотографии, сделанные в Ханском дворце зимой 1917 и осенью 2013. И задаю себе вопрос, а почему у нас всегда не получается? Почему не успеваем? На что мы тратим время и шанс, данный нам Всевышним? Выпуск про уехавших и оставшихся – это результат исследований, которыми мы решили поделиться с вами. Это не домыслы, не наше мнение, а ваши рефлексии, которые мы собираем, чтобы зафиксировать в моменте состояние крымско-татарского общества. Как раз, чтобы найти ответы на те самые вопросы. Почему не получилось? Почему не успели? Не все наши неудачи можно списать на череду исторических событий. Есть место неумению выстраивать диалог и взаимному недоверию. И эта тема не возникла сама по себе. Она сквозит в каждом тезисе, в каждой интерпретации происходящего с нами. От самоназвания до как проживать свою жизнь в Крыму и что транслировать вовне. Вот этот коммент как раз пример недоверия друг к другу. У нас очень много колониальных рефлексов, которые не позволяют нам объективно оценивать то, что мы переживаем, и атрофировали в нас потребность в критическом осмыслении увиденного и услышанного. Мы разучились, а может и не учились задавать себе вопросы «что?», «зачем?», «почему?». Чем дольше мы находимся в турбулентном состоянии, тем больше мифов и вымыслов рождается в нашем пространстве. Конспирология и конспирологи будут чаще подавать свой голос, потому что это не требует анализа и аргументов. Это всегда оружие слабых, которое нацелено на ваши чувства. Не зря мы с коллегами говорили, что рационализация – это, к сожалению, не наш конек. Наше общество не практикует это. Мы не повзрослели, поэтому всегда ищем другого взрослого, который предложит нам готовые ответы. А во что они упакованы, мы не привыкли разбираться. Поэтому в каждом новом тезисе вы ищете не смысл, а умысел. Это, кстати, к вопросу о доверии. Каждый раз, когда я говорю, что мы народ с низким уровнем личностного доверия, мне в ответ приводят феномен нашей благотворительности. И я всегда отвечаю, что этот феномен является результатом неработающих институций и культурной традиции, заложенной нашей верой. Мобилизация нашего общества тоже происходит только по причине экзистенциальных угроз, когда нам что-то угрожает. Поэтому благотворительность как аргумент здесь не работает. Нам нужно больше горизонтальных связей. Нам нужно научиться задавать вопросы, потому что выкатывание претензий раскидывает нас по разным углам. А в результате мы так и останемся народом, и вряд ли у нас получится стать нацией, потому что для этого нужно уметь созидать. Не строить, заметьте, а созидать. То есть не только создавать формы, но и содержание. Наш наболевший вопрос о межэтнических браках, это же тоже напрямую связано с идентичностью, с тем, как мы сохраняемся. И мне показалось, что вот этот вот как раз-таки переход от примордиализма к конструктивизму, он очень прям, и даже инструментализм, он очень прям такой мощный. Да. То есть вот эта категоричность, да, мне не нравятся межэтнические браки, мне не нравится, когда там наши на ком-то женятся или выходят замуж, но если в результате этого брака мы как народ приобщаемся новыми членами, то есть если человек, на котором женились там, из другой среды, да, или за кого вышли замуж, становится крымским татарином, начинает говорить на языке, начинает там, перенимать наши культурные коды, то почему бы нет? Мы маленький народ, для нас это как бы выход из ситуации, и наоборот надо как бы поощрять такие вещи, этим самым улучшая нашу демографическую ситуацию. Интересное наблюдение. Выпуск про уехавших и оставшихся, который целиком не вызвал ни у кого желания что-то прокомментировать, подискутировать или оппонировать, внезапно заиграл яркими красками, когда мы предложили вам его фрагмент. Вообще каждый раз, когда я подбираю тезисы для анонса или выбираю фрагмент выпуска для его рекламы, всегда стою перед выбором – спровоцировать вас на просмотр или просто предложить вкусную и глубокую мысль в расчете на ваш интерес. И каждый раз срабатывает провокация, а не вкусная и глубокая.
И данный фрагмент не исключение. Многие поверхностно проходятся по услышанному, цепляясь за знакомые слова, чтобы выкатить привычные тезисы. Смотреть критично и не серферить у них не получается. Вот этот вот комментарий как раз пример поверхностного. Мне иногда кажется, что отсутствие легитимной для всех нас политической площадки, да и вообще такого явления, как крымско-татарский политический процесс, где некоторые могли бы меряться амбициями и мнениями, не оставляет им ничего лучшего, как выгуливать свое белое пальто в комментариях. Тема межэтнических браков всегда для нас была острой. И понятно почему. Такого рода браки всегда считались угрозой нашему существованию, размыванию этнического зерна. Но понимание этих угроз не мешало нашему народу в разные времена заключать такого рода браки. И меньше их не стало. Они были, есть и будут. Независимо от того, будем мы об этом говорить вслух или перешептываться за глаза, как это обычно и бывает. И тут не стоит идти банальной дорожкой, скидывать ответственность на тех, кто не осудил межэтнические браки по привычному сценарию и обычной практике, а рассмотрел этот фактор с иной стороны, как косвенное явление, признак иных процессов. О том, что эта тема берет, что называется, за живое, говорят, чересчур эмоциональные комментарии. В них прям вся боль, накопленная столетиями. Еще с екатериновских времен. Вот один из таких ярких. Сидят нога на ногу, с умным видом рассуждают. Вы правда смотрите на наши ноги? А если серьезно, я понимаю, что кому-то страшно за будущее нашего народа, и это объясняет ваши эмоции. Во-вторых, таких браков уже немало, а учитывая очередные волны иммиграции, их может быть еще больше. Поэтому так высок градус ваших эмоций. Мы лишь фиксируем отношения и состояния. Если для большинства зрителей межэтнические браки – это только угроза ассимиляции, то для политологов, социологов это еще и критерий и качественный признак отношений с другими культурами. То есть с какой позиции вы на это смотрите? Как жертва, то есть как объект, или как активная сторона, то есть как субъект? Прочувствовали разницу? Теперь понятно, почему мы обратили на это внимание в ответах респондентов. Потому что в отдельных группах нашего народа уже не так привлекателен статус слабого. Кому-то хочется смены этих позиций. Не воспринимайте эти мои слова как морализаторство. Нам, как и всем вам, хочется лучшего для нас всех. А это не произойдет без определенных усилий и работы над собой. Зачем нам это? Не знаю, как вы, но я всегда думаю о том, что мы оставляем нашим детям. И я тут не про дом и бизнес, не про материальное благополучие, я про правила игры. И мне не хочется, чтобы наши коллективные раны, ставшие фоном в отношениях и старшего поколения, и не обошедшие наши, стали нормой для молодых. Они у нас уникальные. Они уже иначе видят многие процессы, создают крымско-татарское содержание, символы и успешно транслируют их внаружу, без криков, лозунгов и лишних эмоций. Давайте не будем им мешать, навязывая собственную оптику. Чох сагунс, это был проект Меркес, Горушкенджи.